доплыли до того места, прошлогоднее место, где вот медведя видели мы. То же самое береза, только добавок как-то вторая береза вроде как упала. Все то же самое, те же места. И ощущение такое тоже, вот, блин, неприятное ощущение себя, некомфортно себя чувствую в таком месте, где была опасность. Ну а Айда пока себя ведет спокойно, и следов медвежьих пока больше мы не встречали. Уже не так далеко осталось до избушки. Мы уже подъезжаем к избушке. Так вот. Воспоминание на всю жизнь это место осталось. Когда на тебя зверь идет, блин, наверное, из головы никогда не вылетит, не забудешь те моменты опасности или еще какие-то другие моменты, которые вот запомнятся. Бывают такие случаи, опять зато. С верховья что-то опять пришло какое-то бревно. Думал, не смогу, перепрыгнул. Завтра спилю, завтра также буду спускаться в это место. Пилой поработаю тут. Дорогу прочищу себе. Сегодня надо уже ехать. Доехать до избы. Работы много, дрова надо заготовить. Много чего надо еще успеть. Айда вон нюхнет что-то слышит. Три утки еще видели, свияжи были. Так что не успел заснять ничего. Выскочили и улетели. Айда, Тулан все время еще лежал, все время спит, отдыхает. Ну, сейчас отпущу, там уже будет на воле бегать. Там полная воля будет там. На цепи, не знаю, посадить или нет, но если только когда будет мешаться. Щенки один на стол могут залезть, и игривые они, игривые. Вот такой пляж небольшой, пляж такой. Смотри, как темный. Может, кто-то где-то и ходит. Дышит собака. Может, где-то кто-то и ходит. Если есть чем кормиться медведю, то он, конечно, отсюда никуда не уйдет. Не знаю, что и думать. Здесь небольшие луга тоже, но они сейчас травой питаются, кормятся травой. Вот таких на лугах могут траву там кушать. Еду они находят, в принципе. Муравейники там, трава. Кто-то пробежал вот здесь, блядь. Прям под этими елками. Точно не увидел, блин. Главное, елки все шатнулись. Так и не понял. Айда тоже вас что-то слышит, ну?
уже, можно сказать, приехали. Здесь уже остановка наша будет. Нету лица, нету, блядь. Еще какой-то, но не крупный зверь такой был. Вот не увидел, вот главное не увидел его. Ну, это, слушай, может, гидра там была. Учуяла тоже. Сейчас остановлюсь, а может сходим, посмотрим. Следов нету. Туланчика тоже отпущу заодно. Чуть-чуть видел почти, но не увидел. Да, в принципе, на месте. Сейчас всех отпущу. Ой, блин. Штормит, блин, голова что-то. Ай. Что за зверь там был? Фу. Сейчас туланчик отпущу тебе. Да. Давай, иди гуляй. Иди гуляй. Вон гуляй. Вон. Ну все. В принципе, доехали. Нам надо выгружаться. Чай попить. Все сделать. Или сперва сходить. Поглядеть, что там, кто ушел. Не знаю кто. Но не такой рослый был. Волки не должны, в принципе, здесь быть. Не знаю. В общем, будет время, посмотрим. Сейчас сперва сходим к избушке. К избушке сходим, посмотрим избушку, в каком состоянии. А там уже будем ознакомиться, ходить поблизости там. И мне интересно, все-таки я чуть позже схожу. Я запомнил это место вот здесь, на повороте, буквально там 100 метров ниже. Но хитрый зверь какой-то, вот сразу как-то вот устремился, побежал. Главное, не разглядел, кто там. Ну ладно, сейчас пойдем на избу. Иду налегке, первый рейс. Взял ведро одно ведро, рюкзак. Ну, самое необходимое там. А там уже вторым рейсом остальное там рубероид, топор. Еще вещи. Ну, на улице не жарко так. Нормально идти. Прохладно даже чуть-чуть. По-зимнему одеты мне пока не жарко. Приехали довольно быстро. Тулан вот рядом бегает. Довольно быстро. Потому что заторов таких крупных не было. Крупных больших заторов. Угу. Да, Туланчик? Быстро приехали. Быстро. Бывает по-разному. Когда быстро, когда дольше. Пилить, когда особенно много надо, или на ветерке ездили. Пока приедешь, блин, сколько ремонтов там. То воду не берет, то искры нету. Разбираешь по несколько раз.
Вот так вот. Сыра тут. Вот, думает, как пройти. Давай, давай, иди. Сырости пока боится. Сырости пока боится. Угу. Ну, все это прошлогодние царапины вот эти были. Снимал, показывал в прошлом году. Промысловое время было. Все это было у нас. Все это снимал, и кто смотрит без пропуска мои видео, знает, где что было. По-новому еще валится тоже. Вроде убираешь тропинку. На следующий год приедешь, опять уже такая беда. По-новому приходится убирать все. Фу. Ну вот. Подходим уже к избе. Изба стоит, все стоит. Главное, крыша, чтобы не развалилась там. Так. Опа, вот эта береза тоже свалилась. Не было этой березы. Труха, блин. Гнилая береза. Все на месте. Вот только смотрите, что случилось. Вот что произошло у меня. Какая авария на этот раз. Лишняя работа, блин. Лишняя работа. Крыша-то стоит. Крыша на месте вроде как. Так. Там второе бревно поставили, положили и выдержало. Ой, блин. Сколько работы. Сколько работы нас ждет. Крыша ушла от напора снега. От напора снега это все ерунда получилась. Придется ремонтировать. Стойки не выдержали. Что-то я не до... А это что-то... сиденье было. Ну ладно, уйди оттуда. Ну ничего, что потом удивляться. Случилось и случилось. Будем решать проблемы. Будем решать проблемы. Сперва заготовим дрова, чай попьем. Костер сделаем, чай попьем. Там уже будем обживаться. По ходу все будем делать. Хорошо, что рубероид привез. Угу. Чолом здорово, Карка. Чолом здорово. Лежу и мешатчина. Так. Ну что? На первый взгляд, как я смотрю, тут вообще никого не было. И эту стойку надо тоже спилить. Эта стойка, смотрите, как где-то пол поднимался,
Это что? Не знаю, что было тут. Какое землетрясение. Но это еще так и думаю. Там глина замерзла и все приподняла. И до сих пор еще. Вот, ну да. Все еще прогнуто все. Все прогнуто. Вот пол. Видно, что нары косо стоят. Вот. Сейчас ровно держу камеру. Ровно по уровню. Уровень показывает от видеокамеры. Сейчас ровно держу и видно, что и пол вот как приподняло все. Если сейчас я спилю, как сказать, ножки от стола, со временем это все равно растает и сядет на свое место. И если я спилю, там этот низковато будет. Она сейчас пока так все оставлю. А если до осени не сравняется, значит что-то под полом случилось. А что в принципе может случиться там, блин? Видно, что там земля еще мерзлая, ледник там стоит. И все давит вверх. Потолок. Если, скажем, избушка, венцы там спустились, я бы до потолка доставала голова. А сейчас у меня до потолка еще все как было, так и есть. Так что ничего такого нету. Это все дело подполье. Подполье там все мерзлый ледник. Мыши нагадили. Куча всего тут оставили. Угу. Вот так. И там еще вот эти сиденья тоже вот косо стоят. Ну, трогать ничего не буду. Это пускай так будет до осени. Сейчас я первым делом накормлю собак. Сперва дам на хлеб и попью чай. Хочется попить чаек. Хорошо, погода пока радует. Главное дождя, чтобы сегодня и завтра не было. Там посмотрим, что делать. Сейчас начал разбирать вещи. Рюкзак и ведро принес. И самое вкусное у меня осталось во втором ведре. Это ведро, в этом ведре тут, ну, особо такого ничего нету. У меня там картошка, консервы там, ну, суп пачковый, такие супы, там, консервы, кашу взял, голубцы, кашу, первоначально, чтобы не варить там, а колбаса, еще колбасу взял на скорую руку, чтобы с хлебом, чаем попить, во втором ведре осталось. Ведро таскаю для того, чтобы, ну, от дождливую погоду она хорошо там закрыл крышкой, и не надо бояться, что у тебя размокнет там вещи. Тут у меня хлеб, газ, горелка. Жалко, конечно, что второе ведро у меня на лодке сейчас. Но все равно хоть так чай попью и потом уже сходим за вторым ведром, за колбасой там, что еще там есть. Остальная еда. Еды много взял. Сперва, наверное, покормлю собак. Бегают, резвятся вдвоем. Ну так. Просто хлеб дам и все. А уже к
к вечеру там приготовлю для них кашу тоже, сварим кашку и накормим плотно. Сейчас пока этим заниматься некогда. Вот такие 2 куска хлеба по одному им дам. И хватит. Потом кашу пусть дождутся. Да, точно. Во втором ведре все у меня. Ладно, даю собакам кушать. Айда обычно прячет хлеб. Что мне не нравится. А, Тулан, держи. Айда. Айди на маленький кусок скоро дам. Подожди. Потому что она прячет. На. Смотри, она любит прятать вон. Тулан-то скушает, а. Ну да. Бесполезно давать хлеб. Вот что за привычка у нее. Что в прошлом году, что в этом году. О, спрятала. А Тулан кушает. Тулан кушает, молодец. Да. Вот так. Вот и кушай так. Кушает. Айда. Ты куда? Блин. Айда. Может и украсть у Тулана, у младшего. Тула. Лопоухий. Да? Тула. Живет. А тебе я не дам. Вот маленький кусок дам. Маленький кусок. О, кусок съела. Сейчас такими мелкими кусками буду гадать. Чуть больше, все, сразу, моментально она прячет. На. Ешь. Тулан молодец. Тулан молодец. Кушает. Кушает самостоятельно. Вот так. Тула. Тулан. Не до нас ему. Это побольше уже все. Видели? Чуть побольше. Знал ведь додал. Вот опять прячет. Такие копилки я у нее тоже сейчас вот спрячет, и я сразу моментально, бывает, отбираю. Он там оставит. Быстренько спрячет и оставит. Блин, как обидно, что развалилась у меня крыша. Как же так? Эта сторона не выдержала. Ну, где-то почти метр высотой. Вон. Сейчас сходим. Куда она спрятала? Подожди. Или не оставила, блин. А, с собой унесла. Я думал, оставила. И второй кусок куда-то вот сюда спрятала. Буквально спрячет и не найдешь. Где-то вот здесь. А, вон она. О, ели. Кусок хлеба. Зачем она так делает? Куда-то туда ушла, спрятала. Тут тоже Тулану дам. Тулан молодец, пусть кушает. Тула, на. Чай. Если не отберет, айда. О, прискакала. Прискакала. Посмотрим, как себя поведут. Отберет, нет. Ага, второй тоже хрен даст. Грязнуля. Айда. Ну ладно, пусть кушают. Пусть кушают, мы время тоже теряем. Время теряем.
Растапливаю печку. Хоть на улице лето, но все равно в избушке там зимний холод еще стоит. Зимний холод, не знаю, тяга пойдет, нет. И сырость. Будем топить. Сейчас затоплю. Здесь и буду чай кипятить. Вроде тяга пошла. И заодно где-то у меня тут надо смс отправить домой, что мы на избушке. Тулан на воле, Айда на воле. Им хорошо. Так, надо включить. Где дым-то? Дыма-то нету, из трубы не идет. Так, подожди, что-то хочет, но не выходит. Нету тяги. Или что там, или потухла печка. Так, подожди. Поглянуть. Все в избу опять идет. Все пока идет в избу. Тут вакуум опять образовался в трубе. Ну, тут уже видно. Здесь поддувало я сделал для курильщиков, если что. И думал еще дополнительно вторую печку, ну, железную, чтобы подсоединить эту трубу. Но пока ничего не сделал, что хотел. Нет, пока топится. Думаю, пойдет тяга. Вот. Мака. Уйди. О, все. Пошла тяга, пошла, ради моя. Все. Будем тихонько вживаться. На печку затопили. Тяга пошла. И надо позвонить. Ну, смс отправлю, наверное. Вот он я, ребятки. Вот он я. Да, идет. Тулан из лужи воду пьет. Думал еще сделать будку вторую для Тулана. Ну, не знаю по времени, как у меня будет. Вон лишняя работа мне еще ждет. Лишняя работа. Придется с крышей сперва разбираться. Пора на 2 щимах. Режим ожидания. МТС. Сейчас давно уже не пользовался МТСом. Пробуем. Если появится связь. Вот в этом углу только на одном месте, вот тут, в этом углу, и берет. Тишина пока. Связи нет, ребят. Просто так не дозвониться. О, МДС появился. Угу. Обычный смс, наверное, отправлю. Обычный смс. Только МТС берет. Ну, в некоторых углах может Теле2. Если уж приспичит, что только с Теле2 позвонить или смс отправить. Можно еще какой-нибудь уголок найти. Ну, по-быстрому сейчас. Передать. Так. О, ты куда полез? Нельзя. Ух, какой. Найти.
Передача сообщений. Вроде пошло. О, сообщение не передано. Бля. Ну что ты будешь делать? И вроде связь есть, а не Так. Номер заблокирован в связи отсутствие денежных средств на счете. Пополните баланс. Удобно всего это сделать на оплата МТС. Короче, у меня бабла в этом телефоне на МТС, оказывается, нету. Куда они подевались-то? С осени, с весны-то есть, или когда я был последний раз. В общем, буду разбираться этой фигней. Я не могу отправить смс, не могу позвонить. Сейчас деньги надо положить на счет. Там уже и смс отправим. О, как дымит, ребята. Дым столбом. Вот так. Вот тебе и на. Надо было дома посмотреть баланс. Все как-то не вовремя. Все не то. Ладно, буду разбираться с телефоном. И комары уже начинают летать. Вроде на улице Дубака. Но уже жужжат, блин. Вон он. Летает.